Веселые песни, заводная лезгинка. Вот так провожает в армию очередных новобранцев. Совсем скоро эти ребята отправятся в расположение воинских частей, где в ближайший год им предстоит жить по уставу. Море чувств, волнений провожающих и четкое осознание ребят, зачем нужно служить и чему научит армия. Ребята, уходящие из родного дома, старались не показывать своих эмоций. А вот провожающие их родственники и друзья порой не могут сдержать своих слез. Конечно, переживаем. Как мы не переживаем? Любой сагаму, да, переживает. Любой что переживает, да, переживаем, сильно переживаем. Как любая мать, конечно, я переживаю. Мой единственный сын. Сейчас время спокойное, думаю, что все отслужит, приедет домой. На присягу тоже обязательно поедем. В отличие от грустных матерей, отцы будущих солдат строже и объективнее подходят к проводам сыновей. Понимают, армия не шутка, но отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. Армия нужна. Это долг каждого гражданина республики. Надо служить достойно. Мы все служили, отслужили нормально, достойно. И наши дети тоже должны служить достойно. Дисциплина чувствуется сразу. В военкомат призывники явились четко в обозначенное время. На сборном пункте Башир Муталиев, как и другие новобранцы, получает 2 комплекта военного обмундирования. Летний и зимний вариант. Тут же подбирают и обувь. Муталиев, какой у тебя размер обуви? 42, да? В военной форме с вещмешком в руках. Первое военное звание – рядовой. С этого момента у Башира начинается служба. Молодому человеку повезло. Как и хотел, он попал во внутренние войска. У меня друг служил в армии. Вот посмотрел на него, все, захотелось поехать в армию, отслужить, приехать домой и поступить на работу. Новобранец из Кантышева Магомед Арчаков дожидаться повестки не стал и сам пришел в военкомат после окончания училища. Говорит, за школой жизни. Впереди ждут казарма, наряды, строевая подготовка. У меня отец служил, мои предки служили. И я хочу отдать долг родине и постараюсь отслужить достойно. Если получится, я там останусь на контракте. Встретят новые пополнения из Ингушетии, воинские части в Московской области и городе Самара. На сборном пункте Республики Ингушетия первый раз, на Кавказе уже бывал неоднократно. Значит, данные у нас случаи поедут служить в Самарскую область, бригада материально-технического обеспечения, будут проходить там на должностях водителей. Это вчерашние мальчишки, на плечи которых в ближайшее время ляжет ответственность за всю страну. Последние 5 минут, чтобы еще раз обнять родных и сказать «до скорого». Приказ командира «Прощай, гражданка» на целый год. Руслан Албогачиев, Султан Булгучев, Новости 24.